Первые свои шаги педуниверситет делал благодаря 3 ректорам, под руководством которых был приобретен опыт и мастерство в сфере педагогического образования. Преподаватели и студенты помнят имена первых 3 ректоров. Это Марван Янгиров, Рустем Кузеев и Эдуард Хамитов. Именно они стояли у истоков развития нашего вуза. На вечер воспоминаний пришли и те, кто был лично знаком с первыми ректорами. Сын Марвана Янгировича поделился своими воспоминаниями. Я вот смотрю на ваши батареи и вспоминаю эпизод. Значит, на каждом совете и почти каждый день обсуждали у ректора, кто еще приходит в коллектив. Ну, приходили в коллектив люди по конкурсу, приходили люди с заслугами, приходили люди с большим желанием работать и вызывали расположение у тех, кто пришел раньше их в институт. Но некоторые, видимо, вызывали сомнения или очень быстро обнаруживали свою несостоятельность. Отец как-то поделился, а потом еще я был свидетелем, как он 1-2 раза повторил этот эпизод в разговорах с другими. Надо было открывать общежитие, надо было обеспечить элементарными условиями, вплоть до кипяченой воды, учебный корпус. И был, фамилию его не буду называть, рекомендованный отцу через кого-то первый проректор по хозяйственной части. Он решить вопрос решил просто. Просверлить дыры на каждом этаже в радиаторах отопления и эту теплую воду предложить как вариант кипяченой дезинфицированной воды. Ну, все опешили. Отец говорит, я удивился, говорит, какого человека мы взяли, говорит, по чьей-то рекомендации на должность проректора. При руководстве Рустема Кузеева вуз обрел те традиции, которые живы до сих пор. Рустем Гумерович смело приглашал на работу молодых преподавателей из Москвы, Ленинграда, Казани и других городов нашей необъятной страны. У нас были замечательные преподаватели, любимые. Вот на филологическом факультете это были кто? Виталий Борисович Смирнов. Это была Маргарита Николаевна Межевая, Рахиль Яковлевна Вельц, Андрей Эдуардович Хмелевский. Это были личности, которые для нас, молодых, служили, во-первых, примером беззаветного служения своей профессии. Несмотря на такой высокий слог, это действительно так. И которые были для нас мощными мотиваторами. Потому что почти все выпускники моего курса, все ушли в школы. И они все до сих пор даже работают в школах. А мне посчастливилось остаться в вузе и работать в вузе все это время. И вот эти преподаватели были для меня идеалом, примером, у которых я брал самое лучшее. Следующей эпохой стало руководство Эдуарда Шайхуловича Хамитова. Ветераны вуза рассказали о его работе. Физико-математический факультет, в общем-то, стал, хотя он ровесник, но стал благодаря вот именно Ида Шаховичу. Все лабораторное оборудование, значит, вот набор людей, профессуры, вот действительно, когда он пришел проректором, не было ни одного доктора наук туризма, ни одного. А когда он уходил, значит, было их уже 10 штатных профессоров, докторов наук туризма. Сегодня перед нами прошли 3 эпохи истории нашего вуза. Каждую из них олицетворяли люди, работавшие в нем.